Друзья, про ошибки, на которые мы натыкаемся, проходя сложные жизненные испытания. Думала, с чего начать. Так вот, я тут вчера буквально обнаружила такую историю, что, размышляя, скажем так, что есть реальность. Есть реальность и есть ваш внутренний мир. И что вы делаете, когда вы встаете утром с кровати? То есть, по сути, вы встаете и начинаете что-то делать. Вы совершаете какие-то действия, у вас появляются какие-то идеи, вы думаете, что вам надо пойти заработать, что-то там, не знаю, спеть серенаду возле какого-то окна там, или еще что-то, неважно. Но суть в том, что если посмотреть, что вы делаете на самом деле, желая выполнить эти действия, то на самом деле, если мы так обобщим, глубоко задумавшись, вы хотите ваш внутренний мир натянуть, как сова на глобус, на вот эту реальность. То есть, иными словами, вы хотите, имея какие-то представления о том, как должно быть на самом деле, как вообще складываться должна реальность и что вообще должно происходить, и вы пытаетесь это создать в реальности своими действиями. На что реальность вам заявляет прямо и откровенно: дружище, я вроде бы сформировалась в течение миллиардов лет и миллионов, когда там появился ты, и у меня вот эта моя история течет и течет так, как она должна течь. И происходит то, что должно происходить. А ты пытаешься своими взглядами на жизнь, своими представлениями, своей картинкой мира, которую тебе инсталлировали в каком-то определенном, на определенном этапе твоего взросления, люди очень добрые, но тупые, а именно родители и среда. И ты пытаешься вот эти вот представления, которые тебе, значит, в бошку в твою, конкретно... прямо-таки, скажем, инсталлировали, хорошее слово, но прямо-таки, вбили прямо, и закрепили, зафиксировали. И ты пытаешься вот эту картинку мира, привнести в реальность и создать эту реальность такой, какой ты ее видишь, а не такой, какая она есть. То есть вот так, если мы разберемся, и возьмем и обозначим эту реальность, и сделаем такой некий диалог между собой, своим внутренним миром и реальностью, то она ответит вот таким образом, что, о чем ты, дружок? То есть ты давай, принимай меня такой, какая я есть, потому что меня изменить бесполезно. Ты не тот человек, ты не то существо, ты не тот феномен, не то явление, которое способно повлиять на такую, как я, скажем, И это большая ошибка, очень большая ошибка, и, как правило, все так и делают, все так живут. Тут еще в чем заключается дело? Чтобы перестать этим заниматься, таким, делом каким-то таким вообще неблагодарным, как минимум, нужно для начала прекратить вообще это делать. То есть, перестать это делать, утром вставать и идти и что-то пытаться делать, чтобы повлиять как-то на эту реальность своим этим таким, маленьким неразвитым умом. И лучше всего, конечно, остановиться, и чтобы немножко не было так хреново от того, что вы остановились, потому что наше невротическое расстройство, оно будет постоянно побуждать нас на действие, и нам будет казаться, что сейчас произойдет какое-то просто что-то ужасное, если мы сейчас не встанем и не начнем срочно что-то менять в своей жизни, что-то делать. И можно остановиться и... Так, и вот я тут написала, что... Вы можете, что-то делать с собой. Да, правильно. Остановиться и начать что-то делать с собой. У меня было такое прекрасное упражнение, благодаря которому я перестала хотеть заработать деньги. То есть у меня эта идея просто, она передо мной так обрисовалась как бессмысленная, как вообще бессмысленное действие. Когда я себя стала спрашивать, это, кстати, очень эффективное упражнение, стала спрашивать, я хочу заработать 10 тысяч евро за 2 месяца. В принципе, реально. И я спрашиваю, а для чего мне это надо? Неважно какая сумма. И я отвечаю себе на бумажке, что я хочу, допустим, купить это, сделать это и приобрести это. И потом дальше задаю вопрос, а на самом деле мне это зачем? Куплю я это, и что мне это даст? И, конечно же, я пришла к выводу, что мне это даст какое-то состояние, которое я получу в результате, потому что меня не устраивает то мое состояние, в котором я нахожусь сейчас. Вы просто можете себе такое представить? И когда я поняла, что, по сути, зарабатывать деньги я хочу только для этого, и больше не для чего, чтобы просто изменить свои состояния. Но дело в том, что я уже достаточно давно понимала и знала, что ничто внешнее не может влиять на наше внутреннее. Просто я этого не осознавала, видать.
И я понимаю, что, в общем-то, это невозможно. То есть получается, что мое стремление и желание, и все мои действия, направленные на заработать деньги, они просто бессмысленны, они просто ничего мне не дадут абсолютно. Но на день, возможно, я там почувствую какое-то другое состояние, которое в итоге, оно просто как мираж уйдет, и я вернусь именно к тем состояниям сознания своего, в которых я пребываю постоянно, и от которых я хочу убежать. И сейчас, кстати, на просторах интернета я встречаю очень многих неких таких коучей достаточно знаменитых, там они себя по-разному позиционируют, не коучи, там, а как-то они себя называют, там, не знаю, психологами, целителями, нет, не целителями, в основном докторами, сейчас модно научная тематика, и они они утверждают, что да, это так и есть, что хотим мы приобрести состояние, и в отношениях мы тоже хотим, в принципе, закрыть, изменить какое-то состояние просто другим, не деньгами, а другим человеком, скажем так, и они утверждают, что а зачем вам посредники, мы вас научим, это возможно, это в принципе, мы знаем методы, мы вас научим. И когда ты понимаешь глубоко, о чем речь, ты понимаешь, что это такой развод, это такой бред, это просто люди, которые, нашли свою нишу, зарабатывают достаточно денег, они причем могут сказать, я же имею деньги, посмотри. А что ты мне не веришь? Получается, люди очень ведутся, не могу избавиться от этого, люди очень ведутся на то, когда ты можешь им предъявить какой-то свой денежный показатель, скажем так. То есть они думают, что, если там есть деньги, значит все, значит человек прав. Так вот, я понимаю и утверждаю, что чтобы повлиять на эти состояния и чтобы их как-то изменить самим, не с помощью внешних ресурсов, типа денег и других людей, а именно самостоятельно, а иначе невозможно, для этого понадобится, во-первых, достаточно долгое время, не менее, я думаю, лет 10, но у меня всю жизнь заняло. Правда, коту под хвост, потому что я делала немножко не то, пока я дошла сама до каких-то вещей. Но чтобы уже целенаправленно это делать, понимая, о чем речь, для этого понадобится очень большое количество времени. И второе – это ресурсов. То есть фактически ту энергию, которую вы, как правило, тратили, допустим, вы пришли к этому, и вы понимаете, что вы тратили энергию на зарабатывание денег, на построение отношений с каким-то человеком, которым вы хотели закрыть свои внутренние дефициты. А что такое внутренние дефициты? Это как раз-таки эти состояния, от которых вы хотите убежать, это есть следствие ваших внутренних дефицитов. То есть вы с помощью другого человека, с которым вы пытаетесь построить отношения, также планируете закрыть этот дефицит, чтобы изменить это состояние. Так вот, представьте, какую энергию вы тратили, если вы еще неплохо зарабатывали, и отношения у вас были там семейные, и были там куча каких-то обязательств или еще что-то. Так вот, эту всю энергию необходимо будет тратить на то, чтобы пытаться повлиять каким-то образом на эти свои состояния и изменить сложившийся этот, очень большое количество паттернов и моделей поведения, изменить и пересобрать саму себя заново. То есть получается, иными словами, что я могу сказать? Что то, что мы из себя представляем, вы, я и все остальные люди, на самом деле это такое рефлексированное сознание, такая структура, условно рефлексированная, имеющая какие-то свои представления о самих себе, и, собственно, исполняющих какие-то действия постоянные. Иные действия мы исполнять не можем, кроме как постоянно, регулярно исполняющие, такие повторяющиеся и заученные нами. И мотивация для совершения этих действий, она в основном имеет два варианта. Либо страх наказания, либо какое-то поощрение, подкрепление по Павлову. Больше мотивации нету, собственно. И все эти наши стремления выйти в жизни, чего-то добиться, это, собственно, каким-то образом изменить эту внутреннюю структуру и как-то на нее повлиять. Однако это невозможно. Это возможно сделать только самим нам. И вы представьте, вы состоите, вы это структура. Вы это детская, раненая часть сознания, которая реагирует на какие-то импульсы и ведет себя определенным образом. Так что вам надо? Вам надо выйти за пределы этих представлений, этой раненой части и создать какую-то новую взрослую часть, которая будет видеть, совершенно по-другому, не реагируя таким образом на внешние импульсы, понимая, что все дело, то есть она сама является и причиной, и следствием всего, что происходит. То есть какая-то совершенно что-то новое, часть вас, это именно взрослая часть. И получается, что эта задача очень достаточно сложная. То есть здесь есть различные механизмы, инструменты, варианты, как можно это делать. Но самое главное, это нужно всегда помнить, иметь перед собой что-то, я не знаю, я даже думала какую-то татуировку себе набить, в том, что никаким внешним ресурсом вы не сможете
изменить ваше внутреннее состояние. Только сами, только своим внутренним ресурсом. И для этого вы можете поставить перед собой такую вот задачу, как подумать на тему того, а каким образом это сделать. Например, у вас постоянное фоновое такое состояние – это некая такая безнадежность или бессилие, то, что беспомощность тоже очень часто встречается среди моих знакомых и одно из моих состояний. И, конечно же, хочется поменять эти, допустим, состояния там, или одно из них, беспомощность на какую-то уверенность, на какую-то внутреннюю силу и опору. И получается, что мы должны сделать? То есть как можно быть в этом вот случае? Во-первых, это поставить перед собой задачу, чтобы исследовать это состояние беспомощности внутренней и понять причину, понять те эмоции, которые, возможно, возникли в результате. А там очень долгая детская история. Вот, если так вот разобраться, да, допустим, откуда появилось вообще это состояние беспомощности, что является корнем и основой этого состояния, исследовать его. Для начала, во-первых, принять, что оно вот есть, и что есть некая причина. И причина, как правило, вы потом выйдете на некое убеждение. Но прежде чем выйти на это убеждение, которое лежит в корне, является основой, вам нужно будет пройти определенный путь. А этот путь связан с какими-то эмоциями, с какой-то болью, с каким-то гневом, страхом, стыдом и так далее. То есть очень много чего негативного, что было задавлено. И вот таким вот образом, да, получается, мы пытаемся что-то таким вот образом мы пытаемся влиять на эти состояния и их видоизменять. И тут еще добавлю один момент интересный, что очень важно добраться именно до этого убеждения, которое лежит в основе, до вот этой инсталлирования, когда инсталлировали в вашу голову какие-то представления о том, как должны вести себя другие, как должны вести себя вы, кто вы, а какой этот мир. И вот это вот все, такой бред, на который вы натыкаетесь, его нужно поднять обязательно. Иначе вы все равно будете скатываться в это состояние, вы будете совершать вот эту ошибку, думая, что каким-то внешним ресурсом вы можете закрыть этот дефицит или как-то повлиять на это состояние, и вы будете вариться в этой сансаре, в этом, вот как показывают вот это колесо, да, когда ты идешь уже, и потом ты идешь и такой уже и сдох, потому что нету сил, ничего не происходит, фундаментально ни хрена не меняется, да, что бы ты там ни делал, даже если у тебя там что-то получается и очень даже что. Поэтому, да, вот такая вот история вчера навеялась на мои размышления. Я опять просто скатилась вот в это вот состояние акцента на внешний мир и попала в эту ловушку, и пришлось как-то с нее выбираться. И ты постоянно выбираешься с этих ловушек. В общем-то, на этом пути ловушек очень много. Поэтому желаю вам удачи.